Вопрос. Недавно ВКонтакте увидел видео с Латыниной, в котором она говорила, что в 2008 году войска России не взяли Тбилиси из-за того, что мы испугались, что Россия объявит войну США и другие страны. Как вы думаете, по какой реальной причине Россия не вторглась в Тбилиси и не свергла Саакашвили? Ну, собственно говоря, вот в словах Латыниной есть провокация. И всегда, когда мы пытаемся играть на поле противника, то есть оспаривать ее бредовые мысли, мы встаем на ее позицию. Значит, из чего она исходит? Есть агрессивная Россия. До этого был агрессивный Советский Союз. До этого была жуткая Российская империя, которые только и думают, как кого бы захватить. И не захватывают по одной причине, что белые и светлые Соединенные Штаты Америки, в кавычках, Великобритания 100 лет назад, еще какая-нибудь страна, не дают им этой возможности. То есть была бы возможность, вот съели бы все. То есть страна, страдающая таким геополитическим обжорством. Но это же глупость. У руководства Советского Союза никогда не было планов нападения на гитлеровскую Германию. У руководства Советского Союза более позднего времени никогда не было желания оккупировать Западную Европу. Точно так же у руководителей сегодняшней России нет ни малейшего желания военным путем восстанавливать справедливость на тех или иных территориях. Не было никаких планов захвата и оккупации Грузии. Поэтому почему не вошли в Тбилиси? Потому что планов входа в Тбилиси не было. Россия защищала мирное население Южной Осетии и своих миротворцев. Что же касается вмешательства Соединенных Штатов в этот конфликт, оно, безусловно, было. Я лично своими глазами в одной из новостных программ видел, как бы это сказать, помягче, афрогрузина, убитого рядом с танком. То есть это был не просто обугленный труп, это был реальный негр в форме танкиста, убитый у грузинского танка. Но поскольку мы с вами знаем, что грузины все-таки немножко другой этнической принадлежности, понятно, что это был американский инструктор. Хочу сказать, что эти кадры исчезли. Потом я их не нашел ни в интернете, ни в последующих выпусках того же самого канала. То есть, корреспондент снял случайно, и дальше, как говорится, в рамках политкорректности, чтобы не беспокоить наших американских друзей, эти кадры быстро удалили. То есть там реально воевали американцы среди грузинской армии. Были столкновения? Были. И, наверное, не один этот несчастный негр был убит. Все это было. Но американцы точно так же не хотели военного конфликта с Россией. Так что поменьше слушайте Латынину. Вот.